Конечно, последнее наступление сентябрьское 93-го года – это такой важный, самый важный момент во всей войне, в том смысле, что это была уже победа. Через несколько дней была победа. Но где мы находились? Мы находились в знаменитом Шромском эвакопункте. Нас было несколько девочек, это Вика Жиба, Джулиета Лакоба, мы ее очень ласково Чеки называем, Света Альмишева, Тома Косян, Марина Барцец, Эма Тания, Батал Кубахия всегда был с нами практически, мама Мзия и, естественно, ребята, водители скорой помощи. Очень жаль, что о их героизме и самоотверженности очень мало сказано. Это те люди, которые сделали все, чтобы как можно больше ребят выжило, сами рискуя жизнью. Ну, наступление началось у нас лично с 14 сентября, когда командир Гагринского батальона Виталий Тарнава с ребятами спустился к нам в эвакопункт в Шроме и попросил Батала Кубахия и командование дать им в распоряжение 3 медсестер. И выбрал он нас. Мы, конечно, расставались, переживали, боялись, что не увидимся больше со своими боевыми подругами. И вот втроем нас прозвали «Рыжая команда», Вика, Чеки и я отправились, вышли ночью вместе с батальоном. То есть это вот такой был первый шаг к наступлению. Но самое страшное было другое. Понятно, что мы должны идти, все шло к тому, чтобы освободить Сухум, родину. Наш батальон вышел ночью, практически вот перед рассветом, часа в 4 ночи, и нам предстояло пройти минное поле, чтобы спуститься к устью реки. Это вот такое задание было у Гагринского батальона. Мы, конечно, шли цепью, нога в ногу. Была темная ночь, не было ничего видно. В 50 метрах от нас был враг. То есть мы должны были пройти это бесшумно, чтобы уцелел батальон. Впереди нас шел сапер, и мы видели только вот эти белые салфеточки, которыми накрывал мины эти. Девочки меня поставили посередине, я была в очках, очень плохо видела, чтобы, не дай бог, из-за меня там что-то... Ну, в общем, прошли. Это минное поле метров 50, наверное, оно. Мы шли, несколько часов проходили. Прошли благополучно и вышли к устью Гумисты. Прошли устье, поднялись в лесок. Это уже Линдава была. И там, когда вышли на дорогу, застрочил пулемет. Была команда лечь. Вот так вот началось наступление, сентябрьское наступление. Потом, конечно, мы шли к 27-му 10 дней практически. И вместе с нами шли Ака Ардзенба батальон, Джумки Черикба, рядом был мотострелковый Лёсика Цукба. Прошло 25 лет, и какие-то детали стерлись, что-то. Вот я даже позвонила, да, вот когда я узнала, что вы пригласите меня, я позвонила ребятам, девочкам, многое вычеркнуто из памяти. Какие-то моменты не помним, но запомнились, конечно, самые страшные моменты, и они были. И находились в Линдаве, оттуда по сопкам, по вот этим возвышенностям, всяким этим мы должны были подойти. То есть мы шли с Шромское направление, мы вышли к фуникулеру, дальше Комсомольск, по Комсомольской, потом спустились на Горийскую. Но мы так и не попали на площадь. Мы остановились вот там на Горийской улице, где музыкальная школа, но уже стемнело. То есть мы не видели вот этих салютов, мы не видели ничего. Но шли мы очень сложно. Несколько дней у нас были раненые, у нас были убитые. В батальоне было 2 роты. Это милицейская рота Утара Хеца и Бзыбская рота Псардия Джим-Джим, мы так его ласково называли, Станислав. Утар Хеца все время ходил в разведку со своими ребятами, потому что и батальон, и командир очень доверяли ему. В очередной раз Утар со своей ротой был отправлен в разведку, с ним ушли вот эти 2 девочки, Вика и Чеки.
И ночью надо было перевезти им боеприпасы. Я осталась с батальоном. И мы погрузили боеприпасы в скорую помощь. У нас водитель Даур Харабо, мальчик такой, где надо, он спокойно вел машину, где не надо. И со мной вызвался поехать, ну, не отпустил одну, Русик Бения. Вот он недавно погиб. Была лунная ночь, лунная светлая ночь. И дорога просматривалась. Все время вот это направление все время обстреливалось из минометов. Не было практически секунды, чтобы не обстреливали. Ну, мы поехали. И на повороте, видимо, заметили скорую помощь, начался минометный обстрел. В этот момент мы все выбежали из машины, Русик меня затолкал в воронку, и мы стали переждать этот обстрел, потому что за поворотом уже была рота Рахеция. И в какой-то момент вдруг Русик поднимает надо мной мою сумку санинструкторскую. Я ничего не поняла. Оказывается, ну, в воронку стали залетать осколки, и потом уже позже я увидела, что моя сумка была пробита этим осколком. То есть он мне спас жизнь в тот момент. Но обстрел закончился, мы сели в скорость и завернули за поворот. Только мы завернули за поворот, нас в скорую помощь поймал пулемет. Ну, мы удачно проскочили, нашли Рахеция, нашли ребят и передали им боеприпасы. Но это было очень страшно, конечно. Вот эти два страшных момента, минное поле, ну, уже не говоря о другом. Путь был долгий, мы шли в основном пешком, весь этот путь до спуска на Горийскую. А самое интересное, когда мы спустились, вот есть дом, он до сих пор есть, с большой огромной аркой. Оттуда виден Красный мост. И мы остановились у этого дома передохнуть. А Чеки, она поднялась на второй этаж к этой арке и решила посмотреть. С ней поднялся корректировщик. И вдруг она смотрит, танк, который стоял на Красном мосту грузинский, тихо разворачивается в сторону этой арки. Видимо, заметили людей там. И в тот момент, когда он выстрелил, она успела отбежать и бегом спуститься. То есть снаряд попал прямо в эту арку. И, ну да, вот такие моменты тоже были, как будто все. Но еще мы видели, как на лодках уплывали они. Но просто мы не поняли, куда плывут гвардейцы. Они сели в лодки и поплыли. Ну вот так 27 сентября мы остались в доме у наших боевых ребят, Авицба Игорь, у братьев авицбовцев. И ниже был второй дом, куда потом позже пришли и Сергей Дбар, командиры, командующие, все вот там были. А рано утром, 27 сентября, в 6 часов утра, наш батальон подняли и отправили в Мирхиол. То есть предполагалось латское наступление. Я не могла вспомнить, где 30 сентября мы встретили освобождение Абхазии. Никто не мог вспомнить из тех ребят, с кем мы были, ни девочки, ни ребята. Но потом все-таки мы поняли, что 30 сентября мы находились там, в Мирхиуле, прошли первый туннель на Цибельду, оказались у второго туннеля. Вот в Мирхиуле. Но для меня лично праздник – это 27 сентября. Это считается, что да, вот день освобождения города – это вот как бы победа. А дальше уже, конечно, были и погибшие потом тоже. Ну вот услышали, радовались. Но, оказывается, вот там в Мирхиуле мы и услышали об этом. Конечно, это была освободительная борьба народа Абхазии, Отечественная война, самая кровопролитная из войн. И прошло 25 лет, вы знаете, раны не заживают. Не заживают раны физические у наших ветеранов. Многих мы уже потеряли. К сожалению, государство недостаточно оказывает им внимание. Кто-то не жалуется, кто-то не обращается, как-то пытается справиться с собой. 25 лет – это немалый срок. И, возвращаясь назад, что-то осмысливать, я считаю, это бесполезное дело. Произошло. Была война, мы победили. Победили мы вместе, конечно, с теми, кто пришел к нам на помощь. Я думаю, что надо думать сегодня о
тех, кому мы оставляем Абхазию, о детях и внуках наших ветеранов, о детях и внуках всех, кто проживает в Абхазии. Абхазия свободна, Абхазия признана и независима, но мы должны, когда придет время, уйти спокойно, зная, что наши дети живут в той стране, за которую отдали жизни многие ребята и многие девочки. Я хочу пожелать, наверное, да, уже всему народу Абхазии, всем ветеранам здоровья, долгих лет жизни. Мы никогда не забудем тех, кто был рядом с нами и кого мы потеряли. И в конце концов, пусть Абхазия станет такой, за которую отдавали свои жизни наши погибшие.